Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: послание ангелов. Что просят передать вам ангелы? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои ситуации, на свои проблемы, сложности в жизни. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпочка общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, давайте начнем с того, что вам передают держаться. Держись, не сдавайся, держись на плаву. Вам нужно еще немножко продержаться. Помощь уже близко, либо помощь уже в пути. Видите, здесь человек как будто бы тонет, да, тонет. И вот другой его за руку вытягивает. Видите, помощь оказывает. Вам нужно немножечко еще продержаться. Не сдаваться, не опускать руки, не вешать нос. Помощь уже в пути, либо помощь уже на подходе. Вам совсем скоро станет легче. Кто-то придет, кто-то что-то сделает, вам помогут обязательно. Вы не останетесь сам по себе, сама по себе на произвол судьбы. Никто вас не кинет. Помощь в пути, помощь уже близко. Продержись, не сдавайся. Все будет хорошо, либо все скоро закончится. Закончится хорошо. Дальше, мои хорошие, здесь речь о каком-то выборе. Вы сейчас должны сделать выбор, либо с чем-то определиться. Есть какая-то необходимость, либо есть какая-то возможность. Ангелы говорят: не спеши, нет, не надо сейчас выбирать, либо отложи этот выбор, насколько это возможно. Да? Понятно, что у всех разные ситуации. Вам нельзя сейчас спешить с выбором, иначе вы ошибетесь, иначе вы неправильный выбор сделаете. Либо, выбрав сейчас, вы свою возможность в будущем упустите. Да? Сейчас выбор может быть не совсем хороший, несостоятельный выбор, либо немножечко какой-то прям ограниченный, убогий. Да? Не спешите с выбором. Продлевайте эту ситуацию, либо откладывайте эту ситуацию, насколько это возможно. Если есть возможность в принципе отказаться от выбора, отказывайтесь. Впереди, чуть подальше, вас ждет что-то грандиозное, такое, знаете, крышесносное. Искры в глазах, вас немножко штормит, крутит, но от счастья, от радости. А если выбор сделать сейчас, то вы это будущее просто не увидите, не встретите. Все по-другому сложится, по другому сценарию. Выбирать сейчас прям противопоказано. Вот в моменте, вот сегодня, завтра, послезавтра, прям противопоказано. Дальше большой топор и много как дрова, поленья, что это? Топор. Делайте запасы. Делайте запасы, причем запасы по максимуму. Вот насколько есть возможность сделать запас, настолько и делайте. Причем это касается всего. Всего. Откладывайте деньги про запас. Приобретайте, может быть, какие-то товары, продукты. Вам нужно делать запасы. Чем больше вы запасете, тем лучше и легче вам будет в будущем. Либо вы менее пострадаете от каких-то проблем, недостач, может быть, дефицитных состояний. Делайте запасы. Нужно запасаться. Про запас даже иметь что-то постоянно, да, чтобы обновлялись эти ваши запасы. Вот, время делать запасы, либо очень важно сделать запасы, хотя бы минимальные. Вот насколько вас хватит, насколько у вас позволяет возможность, делайте запасы, хотя бы самого необходимого. Ну и обязательно на черный, как говорится, день откладывайте денежку. Пусть это будут маленькие суммы, но все равно это делайте.
Так, еще ангелы говорят о любви и ревности. О любви и ревности. Так, во-первых, говорят, что каждый может ошибиться, что нет среди нас святых, безгрешных нет, да, каждый может ошибиться. И да, цена ошибки может быть очень высока, но не судим и не судим будешь. Если вы сейчас полны ревности и настроены на то, чтобы порвать отношения, да, разорвать, там, может быть, брак, разрушить, ангелы говорят: не спеши, не делай этого, не делай, пожалеешь. Все могут ошибаться. Здесь речь может быть об ошибке вашего партнера, да, может быть, там, по пьяни, да, по дуре, не знаю, что там произошло, там приворожили, прикормили, опоили. Либо вы ошибаетесь в своих подозрениях, и из-за этих ошибочных подозрений вы готовы крушить и ломать, то есть разрушить свои отношения, разрушить свой брак. Смотрите, здесь показаны часы, но часы немножко как будто бы сломанные, либо они опаздывают очень сильно, как время назад, что ли, да. То есть ваше время, правды время, оно как отложенное. То есть не сейчас, не завтра, не послезавтра, не через месяц, но в течение, например, полугода вы всю правду узнаете. Все вскроется, все раскроется. Но опять же говорят, что каждый может ошибаться. То ли вы ошибаетесь в своих подозрениях, и все это раскроется. Четко будут там доказательства невинности вашего партнера. Либо партнер ошибся, да, очень сильно сердечно раскается и вымолит ваши прощения. Да? Ведь измены ведь тоже разные бывают. Иногда человек случайно может попасть. Сколько у меня было в практике случаев, когда мужчину опаивали, да, привороты делали. Человек прям вообще не ведал, что творит. Как в каком-то бреду находился, сам себя не помнил. И также, может быть, человек действительно перебрал с алкоголем, либо, что угодно могло произойти, да, бес попутал, и теперь очень сильно сожалеет. Понимаете, каждый может ошибиться. Вот здесь такие слова идут. Подумайте об этом, разрушить семью, разрушить отношения вы всегда успеете. А вот создать, заново создать, помириться, примириться, либо новые отношения создать, это тяжело, это очень тяжело. Ну-ка, пойди, попробуй найди своего человека. Так, дальше с левой стороны. Почему-то про гордыню показывают и говорят, что это грех. Да, гордыня – это грех. Может быть, это вы в проявлении своей гордости. Говорят, что вам нужно к какому-то человеку идти, говорить с каким-то человеком, либо просить какого-то человека, а вам гордость не позволяет. То есть понятно, что вы разные, понятно, что ситуации разные, но вам обязательно нужно идти к этому человеку, либо говорить с этим человеком, либо просить у какого-то человека. Здесь других вариантов нет. И говорят, что из-за гордыни вы можете пострадать. Из-за своей гордыни вы можете пострадать. Может быть, вы такой человек, да, скромный, который не привык ни у кого ничего просить. Может быть, человек по статусу ниже, чем вы. Может быть, человек как-то повел себя неблагородно. И вы проявляете свою гордость и говорите: вот не пойду, вот не буду общаться, вот не буду ничего просить. А говорят, что надо. Надо, и чем быстрее, тем лучше для вас будет. То есть поумерь свою гордыню. Гордыня – это грех. И иди к кому-то, общайся, говори, проси. И вот кому нужно, тот поймет это предсказание. Кто с такой ситуацией столкнулся, да, тот поймет. Дальше. Здесь у меня женщина уверена, что она по судьбе одинокая, либо что для нее нет половинки, да, нет родной души. И еще кто-то подогревает ее эту веру, кто-то глупости ей говорит и усиливает эту веру. То есть вы как приняли на себя, на свою судьбу роль одиночки. И вы себя прям уговариваете, что мне так хорошо, мне так комфортно, мне никто не нужен, я и так проживу. И опять же, тут либо венец безбрачия вы у себя подозреваете, либо какое-то проклятие одиночеством.
Ну, либо, в принципе, да, что вот не родилась ваша половинка, либо какой-то брачок появился, да, вот там во Вселенной, у высших сил, что вам не родили в этом мире половинку. Значит, мои хорошие, вы очень сильно ошибаетесь, и рядом с вами нет мужчины по одной простой причине. Это ваша привычка, первый момент. И второй момент – ваш страх. Ваш внутренний страх перед болью, перед предательством, перед криками, скандалами, ором. Вижу, что был какой-то момент в вашей жизни, когда вы очень сильно испугались и прям закрылись, вот внутри сердца свою броню одели, и как внутренне, знаете, сами для себя решили, что я не хочу, я не приемлю. Может быть, ваши родители там ругались, дрались на ваших глазах, и вы испугались, и теперь вы опасаетесь, что с вами такое произойдет. Может быть, это какие-то неудачные отношения, которые когда-то с вами произошли, приключились, да, когда мужчина себе там позволил на вас накричать, либо руку поднять, либо чем-то вас обидеть. И вот вижу, что у вас испуг внутри, и сердце в броню закрыто. То есть вы одиноки не потому, что так по судьбе, на роду вам написано, а потому что вы сами испугались и закрылись. Здесь бы я вам советовала вот от чистого сердца, скорее всего, сходить к опытному, хорошему психотерапевту, чтобы этот испуг, вот эту броню из вашего сердца вытащили. Ну и так же, как допомощь, вы можете обратиться, может быть, к какой-нибудь бабушке, которая именно выльет ваш испуг. То есть это тоже как дополнительная терапия, да, усиляющая основную. У вас вот и в голове что-то щелкнуло, и в душе закрылось, понимаете? Поэтому вы и одинока. Никакого венца безбрачия, никакого там вечного одиночества я не вижу. Я вижу людей, которые вами интересуются. Я вижу мужчин, которые в вас влюбляются. Просто вы внешне настолько закрыты и холодны, либо даже если вы себе и позволяете с каким-то мужчиной общаться, вы ему такую энергетику адского льда показываете, что у него прям напрочь желание отпадает дальше за вами ухаживать. Вы за собой это не замечаете, но именно так и происходит. Если вы свой испуг проработаете, снимете броню из сердца, девчонки, вы счастливыми будете. Вот клянусь вам, будете счастливыми. Вас рисуют в паре, вас рисуют женой, любовницей, возлюбленной, подругой жизни, понимаете, соратницей. Вот так вас рисуют. И душа ваша этого просит, и к этому стремится. Но только вот этот испуг и броня, они вам мешают. Не слушайте вы идиотов, которые вам говорят про венец безбрачия. Не слушайте тех, кто говорят, что вы прокляты. Этого нет. Это сугубо ваша внутренняя проблема. Вы эту проблему сами себе создали. Опять же, осознанно, либо неосознанно. Испуг я у вас вижу. Испуг и вот это решение, что вот я боюсь, и я не допущу, чтобы со мной такое произошло. Лечиться вам, девочки, надо. Лечиться, причем без всяких шуток, вот на полном серьезе. Как бы ваша судьба, ваша дальнейшая жизнь, она в ваших руках. Проработаете свою проблему, счастливой 100% станете. И мужчина найдется, и любовь придет, и счастье, и семья, все у вас будет. Не проработаете, так и дальше будете сидеть. Сидеть и страдать, и бояться. И бояться, да. Вы же боитесь, до сих пор боитесь. Вот, надо как-то это все решать. Дальше, мои хорошие. Здесь вопрос денег касается. Денег. Вижу, что большие деньги вам нужны. Здесь либо какая-то сумма большая, которую вам нужно выплатить, вот как отдать, да, заплатить, отдать, либо для того, чтобы как-то жизнь свою наладить, допустим, там, приобрести жилье, либо сделать там капитальный ремонт в том доме, где вы, квартире, где вы проживаете. Какая-то большая сумма нужна. Говорят, что у вас голова светлая, и говорят, что вы при желании сами можете эти деньги привлечь в свою жизнь, заработать, получить, раздобыть. Вы можете. Но сейчас вы в таком положении жертвы судьбы, что вот я жертва судьбы. Кто-то рождается типа там с золотой ложкой во рту,
а я вот вынуждена сама себе прокладывать путь. Вы не жертва. Вы не жертва. Да, может быть, условия, среда, в которой вы находитесь, не самые эффективные, не самые там праздничные, легкие, веселые. Но тем не менее, у вас невероятно развит мозг. Мозг очень и большой, и плотный, светлый. Вы склонны подмечать то, что не видят другие. Вы склонны в своей голове какие-то невероятные схемы разрабатывать, но боитесь их реализовывать. И еще вижу, что у вас в руках есть какая-то сила. Смотрите, у одних отыграется сила, допустим, целителя. Да, почему нет? Это тоже может быть бизнесом, работой. Тут и приятное, и полезное, и людям помогаете, и деньги зарабатываете. А может быть, руки у вас сами по себе сильные, и из вас бы вышел самый лучший, чудесный массажист, который бы людей на ноги ставил. И также, возможно, вы каким-то умением обладаете, да, что-то умеете делать руками, то, что другие не то чтобы не умеют, даже не снилось. Вот, подумайте об этом. Тут и голова, и руки, и грех этим не пользоваться. То есть вот так сидеть и ждать больших денег, вот что вдруг что-то произойдет, с неба упадет, можно просто до бесконечности. Здесь ангелы говорят, ты можешь действовать сейчас, прямо сейчас, брать и делать. Не бойся ничего. С такой светлой головой и с такими сильными руками у тебя все получится. Получится. И еще, если вы действительно планировали чем-то заняться, но побаивались, здесь вам ангелы зеленый свет дают. И говорят, не бойся, начинай. Тем более у нас коридор затмений закончился. Нужно брать и делать. Так, дальше, мои хорошие, с работой. У кого-то проблема, сложно устроиться на работу. Либо на работе невыносимо дальше оставаться и работать. Сердечко ваше плачет. Сердечко у кого-то по работе, а у кого-то из-за работы. Смотрите, мои хорошие, если вы плохо себя некомфортно чувствуете на той должности, которую занимаете, то здесь вам четко говорят двойка, да, 2 периода. Потерпи еще 2 периода. Может быть, 2 недели, может быть, 2 месяца. У кого-то даже, возможно, и 2 года отыграется, но навряд ли, конечно. Хотя слишком широкая аудитория, да, может и так отыграется. То есть надо чего-то дотерпеть. Что-то должно поменяться. Причем поменяться резко, быстро, в лучшую сторону. Может быть, даже на том месте, где вы сейчас находитесь, в той компании, в которой работаете. А может быть, во внешней среде что-то должно поменяться. В общем, надо дотерпеть, да, дотянуть. Там будет знак, вы точно не ошибетесь, вы сразу поймете, о чем речь шла. Если вы в поиске работы, здесь тоже двойка идет. 2 недели, 2 месяца, но не 2 года. Вот здесь точно не 2 года. Смотрите, по поводу вашей будущей работы. Вам говорят, что нужно стучать во все двери, во все сердца. То есть вам нужно максимально, например, да, рассылать свои резюме, максимально постить на сайтах по поиску, по предложению, поиску работы свои объявления и максимально вот всем там, каждому встречному, поперечному рассказывать о том, что вы ищете работу, что вам очень нужна работа, вот прям позарез нужна работа. Вам работа от людей придет, от людей. Смотрите, вплоть до того, что вы, допустим, может быть, по объявлению, да, кто-то откликнется на ваше резюме, и потом еще выяснится, что есть какие-то знакомые через знакомые, которые вас еще и порекомендуют. То есть там уже как 100% вариант, да, что вас возьмут. Либо какие-то знакомые через знакомых, да, найдут вам работу. То есть здесь через людей вам работа идет. Работа идет хорошая, тихая, спокойная. Работа без вот этой вот, знаете, суеты, без какой-то каторги, без палки. Наоборот, вот какой-то такой теплый коллективчик вообще идет как теплое место. Не знаю, может быть, теплый кабинет. Хорошее, теплое, тихое место. Работа, где вы вот спокойненько приходите, свое работаете, нет никаких авралов, напряженок, там нет заданий на вчера, да, этого нет ничего. Вот хорошее место идет, хорошее.
Тихо, спокойно. Ну, вам точно понравится. И еще вижу, что кто-то даже в таком режиме сможет совмещать. Может быть, совмещать с каким-то другим дополнительным заработком. Либо совмещать там с обучением. Да? Может быть, вы будете учиться еще, там, как повышать свою квалификацию. Ну, а кто-то сможет совмещать со своим любимым делом, со своим хобби. Почему нет? Хорошее место вам идет. Хорошее, но через людей. Так, еще. Здесь говорят, что под вас кто-то копает. Копает регулярно, постоянно и глубоко. Для того, чтобы грязь о вас раскопать, компромат, какой-то хотя бы изъян найти, да, и этим воспользоваться. Хотят вас погубить, хотят вас, ну, опорочить, давайте так скажем, да. Нехорошее хотят, нехорошее. Здесь либо конкуренция, либо соперничество. Особенно, например, если вы бизнесом занимаетесь, вот запросто может быть. Ну, либо в отношениях, да, тоже может быть конкуренция, соперничество. Особенно там со стороны родни вашего парня, мужа. А может быть, действительно какая-то девица нарисовалась и решила как-то вот омрачить ваш светлый образ, тем самым себя подать красиво. Вот, если вы вдруг, вот вдруг, да, это не точно, но вдруг. Если вы вдруг что-то такое имеете, вот какие-то секреты, тайны, спрячьте их подальше и поглубже. Это первый момент. Второй момент. Не ведитесь на провокации, потому что много провокаций. Либо есть, либо готовится еще для вас. То есть уже есть и еще будут готовиться. То есть вас могут даже вот как пытаться развозить, что «а я про тебя все знаю», «а мне тот-то про тебя все рассказал». Да? Вот не ведитесь на это. Не ведитесь ни в коем случае. И еще старайтесь о себе, о своей жизни, о своей личности, о своей семье, о своем прошлом, о своем настоящем и уж будущем никому ничего не говорить. Никому ничего не говорить. И даже с самыми близкими и родными людьми делиться нужно дозированно. Любимый человек не со зла, но может проболтаться. И потом ваша личная информация станет достоянием общественности. И вот это мерзкое создание может это все использовать против вас. То есть нужно себя защитить со всех сторон. Вы можете это сделать, вы должны это сделать. Поверьте, это все вам во благо идет. Так, еще говорят, что много зависти вокруг вас, много жадных черных глаз, таких вот завидующих, ненавидящих и желающих себе такого же, что есть и у вас. Много. Причем, ну, если бы вы могли их видеть, то вы бы ужаснулись. Ну вот сколько вас окружает людей, которые вам завидуют, которые будут вот первыми там радоваться и тыкать пальцем, если вдруг что-то с вами там не то случится. Прям такой, знаете, фу-фу-фу. Вот, защищайте себя, причем вы как бы и знаете, что делать нужно, и даже, возможно, когда-то что-то делали, но потом почему-то махнули на это рукой. Вижу, что у вас очень сильная связь с высшими силами, и она у вас родового характера. То есть, возможно, в вашем роду были люди, которые, ну, были служителями культа, да? То есть они были священнослужителями, они глубоко верующими людьми были, да, и свою жизнь во служении у Создателя провели. Там кто-то в монастырь уходил, кто-то, может быть, как волонтер, да, помогал во имя Бога, да, другим людям. Были. И вот эти люди вымолили для своего рода особую привилегию. Вот эта связь, да, связь с высшими силами. Я вижу, что если вы молитесь, если вы просите высшие силы, к вам приходит исполнение. То есть это дары чудонесущие. Да? В роду есть дары чудонесущие.
Вот. Молиться нужно не так, что вот я думаю, да, какие мне слова сказать, какая там молитва, что там зачем идет, да, а как так вот сказать, чтобы прям все выразить. Так делать нельзя. Это не молитва, и Создатель к такому глух. Молитва – это то, что идет от сердца, когда вы не заморачиваетесь, когда вы говорите не умом, не ртом, не сознанием, а именно сердцем. Вот эти молитвы, вот эти просьбы, даже может и не молитва, просто просьба, но сердцем, они всегда исполняются. И еще вижу, что у вас всегда исполняется, когда вы просите за любимых людей. Это очень прекрасный дар, и им нужно пользоваться. И для себя вы можете все выпросить, и выпросить, пожелать и получить, и также для своих близких. Но молитесь именно сердцем. Этому сложно научиться, потому что в нашем меркантильном мире у нас там изначально с детства все идет там по каким-то правилам, инструкциям. Вот, да, надо что-то там соблюдать. А для сердца не существует правил. У сердца есть чувства. Вот с чувством просите. И все у вас будет замечательно, все будет хорошо. Почему-то вы не практикуете и, может быть, разочаровываетесь. Может, да, вы читаете какие-то молитвы там, с молитвослова, либо с какой-то бумажки и думаете, почему ничего не происходит? Ну, потому что нельзя вот это читанное. Нужно от сердца. Вот опять говорят, не первый раз я это вижу, и опять это вышло. Так, еще про какую-то магию говорят. Магия. Ну, давайте так. У одних отыграется, что магию делали на вас, а у других отыграется, что вы сами пытались сделать магию. И теперь, либо результат получаете, либо последствия расхлебываете. Это отсыпка. Я передаю знаки. Мои хорошие, если магией занимались и сейчас настали последствия, молитесь, искупайтесь, откупайтесь. Вот что угодно делайте, не ждите. Не ждите, что само пройдет, рассосется, да, что вот время пройдет и все закончится. Нет, здесь нужно действовать. Нужно, во-первых, раскаяться, во-вторых, выпросить прощения, в-третьих, искупиться и откупиться. И если магию делали на вас, и вас это действительно задело, вижу, что у кого-то прям жизнь магией была разрушена, семья, жизнь в целом, да, много бед магия вам принесла. И здоровье очень сильно ваше пошатнулось из-за этой магии. Вижу, что в ваших силах запустить бумеранг. Вижу, что в ваших силах вернуть магию тому, кто ее делал. Кто не просто делал, кто заказывал. Да, потому что иногда делают мастера, и есть заказчик и есть мастер. Я вижу, что можете. Но для того, чтобы это случилось, вам нужно, опять же, от сердца искренне своего этого врага, кто магичил, простить. Даже если вы не знаете, кто. Настройтесь на волну любви и прощения и простите. Простите. Вот в этот момент сразу же запустится настолько мощный бумеранг, который не только с вас все это снимет, заберет, но и еще и ваше вам назад вернет. Странные вещи говорю, да, не буду спорить. Но на самом деле оно так и работает. И вы в этом можете убедиться. Прощение. Хотите наказать врага? Простите его, но по-настоящему. И это будет самое страшное наказание для вашего врага. Здесь уже не вы пытаетесь отомстить, здесь уже высшие силы. Все делают за вас. Возмездие необратимо. Здесь прям 100 и 100 идет. Да, попробуйте. Попробуйте, все получится. Смотрите, если вы ничего не будете делать, если вы не сможете простить, допустим, да, пойдете там к мастеру снимать с себя магию, вы снимете, но врага не накажете. И свое назад не вернете. Но себя снимете. То есть у вас будет такая точка невозврата, да, и новый виток. Выбирайте свой удобный путь, но вижу, что можете простить. Есть у вас такая сила, вы умеете прощать. Просто вам нужно настроиться, и тогда вы простите. Так, в самом венце показывают ваше сердце. Побитое, но не разбитое. Пораненное, но живое. У вас очень большое сердце. Вы умеете любить, как никто другой.
Сердце полно любви. Любви и какой-то печали. Мои хорошие, берегите свое сердце. Если что-то болит, то обязательно проверяйтесь. Ну а так вижу, что и вам, и вашему сердечку счастливыми быть. Счастье скоро в сердце ваше войдет. И это вам на роду написано. Счастье. Счастье, оно разное бывает, из разных источников приходит, но к вам точно придет. Каждому придет свое счастье. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.